Настоящий профессиональный день на телеканале Сяо Фав, шоу «Утро в столице» продолжается. И прямо сейчас у нас в гостях интересные люди, которые возрождают, так скажем, традиции не только нашего народа, но и других народов мира. Очень интересные люди у нас в гостях. И с одной стороны интересные, а с другой стороны постоянные наши практически гости. Группа Ятаган и в лице Ильдар Шакира и Аяза Нухова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, ребята, информационный повод для вашего визита к нам есть, да? Какие-то новые инструменты появились в вашем коллективе. Давайте расскажем, что это за инструменты интересные. Ну, прежде всего, на вид кто-то скажет на гитару похоже, кто-то скажет та же самая думбара, но это называется думбара пятиструнная. А восстановлена она по описаниям видного, значит, археолога 19 века Руфа Игнатьева. Он написал, что у башкир бытовал инструмент, называемый бандура о 5 струнах. Хочу заметить, что прежде такого инструмента в республике Башкортостан именно не было. То есть вы первые, кто ну да, именно в исполнительской практике здесь этого не было. И восстановили его по идее этномузыканта из Перми Радика Гарипова, а мастер-изготовитель Ильхам Байбулдин. И он очень сильно угадал, в общем-то, с этим инструментом, потому что обычно у нас трехструнная думбра бытует. Да. И на ней такой расширенный, скажем так, аккомпанемент не развернешь, как вот на этом инструменте. Здесь есть и басы, которые, в общем-то, заполняют, ну, идеально вписываются в этническую музыку, в группе особенно. То есть вот такие дела. Классно. А что у вас в руках? Это традиционный башкирский инструмент, ну, тюркский, даже можно сказать, древнейший. Общетюркский, да, да, тоже. Древнейший из самых древних. Прародитель виолончели. А как он называется? Это кылкубыс. Кылкубыс. Слушай, а ты специально учился на нем играть или можно на нем научиться, в принципе, как обладая какими-то другими навыками? Ну, а Аяс у нас вообще гений струнно-смычковой стихии, он виолончелист, и вот берет. Да, ну, нужен всего лишь интерес и желание, а научиться можно. То есть, на самом деле, да, основная суть коллектива этногруппы Ятаган, то, что мы как бы вот именно каждый в своей области, будь то барабанщик Расим Лугаманов, будь то, например, Аяс или я, мы каждый стараемся по максимуму инструменты взять. Вот такие, например, тот же ятаган, общетюркский, известный у монгол, как ятага, или у казахов же ятыген, или у тех же японцев кото он называется. То есть мы стараемся вот такие инструменты схожие. А как вы о них узнаете? То есть это все специально изучается, ведь это нужно какие-то архивы поднять, да, узнать об этих инструментах и потом уже воссоздать, да? Правильно я понимаю? Ну, мы берем наших знакомых, друзей, которые уже играют на этих инструментах в разных странах, городах. И, то есть... Ну да, мы же тоже общаемся, там, они нам тоже предлагают какие-то. И опять же, этническая музыка в республике Башкортостан, она именно формируется, именно как направление, как этномузыки, да. А где-то уже на этом, как сказать, давно уже на высоком уровне. Те же, например, монголы, те же буряты, там, да, тувинцы. Скажем так, они от этого даже не отходили. Да, еще, да, они не успели. отходили, совершенно верно. И вот мы смотрим, как бы все равно мы берем что-то за основу, смотрим, как они это делают, и ну, в какой-то области перенимаем. Ну, это же вот как очевидно. Вот как, например, два бегуна бегут, один бегун бежит там быстрее, а тот, который медленно, старается за ним. То есть вот пока что вот таким образом. Пока мы бежим за ними. Слушайте, Ну, а вот мы можем услышать какой-нибудь короткий отрывок, вот именно потому что я вижу, что у нас еще один супер инструмент приготовлен. Но это для тебя. Да, серьезно? Сыграешь попозже? Да, конечно. Хорошо, если ребят позволят.
Браво, парни, браво. Слушайте, какая красота, Ой, правда? очень красиво. Если к домбре мы еще как-то привыкли, да, несмотря на то, что профессионально называется пятиструнный, то вот этот инструмент меня просто поразил, потому что такое звучание какое-то объемное, правильно я поняла? Да, совершенно. Но я знаю, что Благодаря вот звучание следующего инструмента тебя однозначно покорит, потому что парни с собой принесли еще один... Иностранный Он практически. вот не предмет. выглядит как непонятно что, хотя на самом деле... Это эрху. Это эрху, китайский инструмент. К сожалению, я на нем только учусь. Так. Да, и сегодня Но мы еще... все равно не поймем, правильно ты играешь? или нет, так Перед что не эфиром переживай. еще порвал струну. А сколько там? Две Здесь, струны по идее, должно быть, да? да? Здесь две струны, но здесь осталась только одна. Придется А играть. помните только эту на- легенду про великого скрипача, которому Да. перед концертом Это порезали про, все струны? про Паганини. И он на одной струне сыграл. Я думаю, что у вас получится. Повторяем Да? судьбу, да, немножко так, Паганини. Сможем? Хоть Что, кусочек. играем? Просто Ну, покажи, давай, как звучит хотя бы этот Да. инструмент. Ну, примерно понятно, звучание Слушайте, да, по-моему, очень... что-то невероятное. Слушайте, я, по-моему, вообще. нашла свой любимый инструмент. Да, я абсолютно с тобой Звучание согласен. действительно такое какое-то азиатское, да, очень красивое. И, признаюсь честно, есть у меня любимая мелодия, связанная вот с этим инструментом. Откуда я его А знаю? я вот хотел как раз-таки заметить, что несмотря на то обилие музыкальных инструментов, которые сейчас есть, ну вот вы как музыканты не дадите мне соврать, сейчас чего только нету, и электронные, и там навороченные и так далее. Вот. За душу беру. Струна, корпус, барабан, смычок. Больше За душу ничего беру не всего, надо, да, если это точно. действительно Причем, музыка. да, народы это сохранили. То есть это те, которые именно за этническим направлением идут, или вообще народные музыканты, они вот сохранили это. И вот удивительно, что действительно вот такой инструмент, как кылкубыс или, например, муоринхур у монгол, он тоже вот есть вот у аяза, там вообще в каких-то там инструментах натягивается просто, значит, кожа козы, да, и она просто подсушивается. Также инструменты, например, бурятские, монгольские, по типу нашей думбыры, трехструнные такие инструменты, тоже натягивается кожа, высыхает она и звучит просто. Ну, вот, то есть вот такая. И вот мы стараемся группой включить такие инструменты, чтобы были разные тембры. Чтобы, в общем-то, было не скучно слушать поисках наш тембров. концерт. И, кстати, пользуясь случаем, хотим добавить, что завтра, в пятницу 10 марта, вечером в 21:00, говорить место не буду, посмотрите в нашей группе Да, можно увидеть, Ятаган Уфа. Ятаган Уфа, Концерт? набирайте в интернете. Да, завтра у нас будет. Да, завтра будет концерт у ребят, а вот где, узнаете уже из Да, социальных и сетей. посмотрите все наши инструменты, мы там все это покажем, и ятаган, и калкубыс, и моринхур, и думбры, и так далее. И курай, услышим и это горловки. волшебное звучание народное, да. Если хотите, чтобы вас взяло так мощно за душу, то приходите обязательно. Куда узнаете? В группе Ятаган. Еще, да, очень важная информация. Вообще у нас очень много, в общем-то, слушателей, которые постоянно спрашивают, когда что. И вот мы хотели бы небольшой секрет, скажем так, приоткрыть. Да. Мы участвуем в одном международном проекте. Совсем недавно мы отсняли видео, то есть это будет совместный клип со многими тюркскими народами мира. Класс! Да, то есть вот такой. Мы как раз... Порядка 20, наверное. Да, Как только он появится, Мы вы сразу- будете Мы вас добры к ждем. нам в гости. Да, мы там постарались обязательно. все инструменты наши показать. Как раз таки. Классно. Мы очень ждем этого момента и ждем вас еще раз у нас в гостях, еще не раз, точнее, у нас в гостях. Ну а вас, дорогие друзья, ждем всех завтра на концерте группы Ятаган. Где? Узнаете в интернете. Все просто. Группа Ятаган набирайте в интернете, узнаем информацию, приходим и наслаждаемся классным звучанием. Мы продолжаем. Это шоу «Утро в столице».